Здравствуйте, это «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное сегодня – непризнанные выборы в непризнанных республиках. За кого будут голосовать жители Востока Украины? Политика в высокой моде. В Москве проходит неделя моды под девизом «Сделано в России». США сегодня отмечают Хэллоуин. От светильников тыкв до домов с привидениями. Прага. Начинаем с вас. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. 2 ноября в воскресенье в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках пройдут выборы. Так называемые власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР призывают население избрать представителей как законодательной, так и исполнительной властей. Анализировала Шахида Якуб. Официальный Киев выступил с резким осуждением этой акции сепаратистов. Справедливое общество можно построить только там, где есть верховенство права, где есть честные выборы. В отличие от этих псевдовыборов, которые сейчас планируют провести террористы и бандиты на оккупированных территориях. Моя задача сегодня — добиться жесткой международной реакции, которая обеспечит стопроцентное непризнание этого фарса никем. Проведение выборов резко осудили и представители Евросоюза. Единственной страной, которая признает их легитимность, стала Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ссылается на то, что проведение выборов предусматривается в Минских договоренностях по перемирию, подписанных представителями президента Украины и лидерами сепаратистов в сентябре этого года. Мы считаем, что это одно из важнейших направлений Минских договоренностей. Поэтому мы ожидаем, что эти выборы состоятся, как и уславливались в Минском документе. И мы эти результаты, конечно же, признаем. Рассчитываем, что волеизъявление будет свободным и что никто извне не попытается его сорвать. Однако это заявление было отвержено официальными представителями Украины. Ну а пока между сторонами идет словесная перепалка, в самой зоне конфликта готовятся к выборам. Об этом мы говорили с пражским фотографом Петром Шеломовским, который уже в течение нескольких месяцев находится в Донбассе. Здравствуйте, Петр. Большое спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. Так как вы в Донбассе провели там достаточное количество времени, скажите, что происходит сейчас? Как идет подготовка к выборам, которые никто не признал пока еще? Единственное, что я не чувствую в Донецке, это то, что кто-то вообще пойдет голосовать. Тут ведь, понимаете, город уже полгода находится в осаде. Вот так это можно назвать. То есть здесь проблемы со снабжением определенно есть. Очень многие люди поуезжали, но многие вернулись. Вот общественный транспорт сначала не ходил, потом начал ходить. То есть городские службы, они какую-то свою работу ведут. Но все это время вот рекламные плакаты вдоль дорог, эти вот большие билборды, они все оставались пустыми. Вот. Иногда на них вешали патриотические различные надписи, там, «Защитим Донбасс от нацизма», или «Отстоим Донбасс», или вот так. А сейчас на все на это место идет предвыборная реклама. Да? То есть всех призывают 2 ноября прийти на выборы. Скажите, вы разговариваете с местным населением, люди вообще понимают, за что они будут голосовать, если они все-таки пойдут голосовать? Что им предлагается? Вы знаете, я не уверен, что люди понимают. Да? То есть люди знают, что они, допустим, большинство из них в той или иной степени не хочет быть вместе с Украиной больше. К сожалению, этот факт, его надо признать. То есть в том виде, в котором сейчас идет эта война, местное население, оно, скажем, не очень счастливо от того, что им на голову порой прилетают грады, снаряды, ураганы. Вот было недавно исследование газеты «Нью-Йорк Таймс» о том, что украинская армия неизбирательно использует кассетные боеприпасы. То есть это все, оно не позволяет местным жителям представить себя обратно в составе Украины. У меня такой вопрос. Я так понимаю, что в основном население смотрит российские СМИ, которые, в принципе, вещают пропаганду или, скажем, подделывают факты иногда и дают не совсем объективную информацию. Не является ли тот факт, что люди не хотят идти обратно в Украину результатом вот этой пропаганды? Я вот что вам скажу. Действительно, если вы общаетесь с людьми, которые 2 недели провели в бомбоубежище без электричества, то они начинают, это удивительно, они начинают говорить своими словами. Люди, у которых в бомбоубежище стоит телевизор, они очень часто повторяют такие некие пропагандистские штампы, которые часто встречаются, и в том числе в передачах российского телевидения. Что сейчас происходит с украинскими СМИ? То, как они показывают ситуацию на Донбассе, очень напоминает
тот же самый абсолютно подход, который демонстрируют российские СМИ. Вот исходя из моего опыта работы вот в этой конкретной самопровозглашенной республике, у меня есть очень большие сомнения считать, что она самопровозглашенная. То есть здесь есть серьезный элемент некого внешнего вмешательства, да, в военной или в политической сфере. И вот у меня такое ощущение, что все уже продумано заранее. Понимаете, вот как в Крыму. Когда за 2 недели произошло то, что произошло. Отделили Крым от Украины и присоединили его к России. Это было ощущение плана. Как потом оказалось, план такой действительно был. Здесь пока у меня такое же ощущение, просто не так быстро события развиваются. О выборах сепаратистских регионов Украины мы говорили с фотографом Петром Шеломовским. И еще одна тема, связанная с выборами и непризнанными республиками. Украинская летчица Надежда Савченко может стать членом украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. И тогда российским властям придется ее освободить. Об этом в интервью нашей программе сказал ее адвокат Марк Фейгин. Савченко была избрана в Украинскую Раду от партии Юлии Тимошенко. А вот тут, вы знаете, не все так однозначно. Дело в том, что статус делегатов ПАСЕ, видимо, дает некоторый иммунитет, равный дипломатическому. Да, по этому поводу можно дискутировать, но однако же, если российская делегация, которая в январе собирается вернуться в ПАСЕ в качестве полномочной делегации, обладать правом голоса, которого она была лишена, добровольно покинув, собственно, ПАСЕ, то, возможно, условием ее возвращения будет именно освобождение от уголовной ответственности Надежды Викторовны Савченко, которая равно с ними будет делегатом в ПАСЕ от Украины. Напомним, что она обвиняется российскими властями в соучастии в убийстве 2 российских журналистов и находится в Воронежском СИЗО. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Передаем слово Вашингтону. Коллеги. Спасибо, Сергей. По сообщению НАТО, в этом году было осуществлено более 100 перехватов российских самолетов, почти в 3 раза больше, чем в 2013-м. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что Альянс демонстрирует силу и бдительность перед лицом повышенной активности российских истребителей над Балтийским, Северным и Черным морями. Чего добивается в Кремле? Комментирует Леонид Гозман, президент движения «Союз правых сил». Думаю, что вокруг Владимира Владимировича есть люди, которые недовольны его решениями. Вряд ли они могут с ним спорить по их содержательным базам, но они, очевидно, недовольны тем, что у них замки в Испании, во Франции, жены в Англии, любовницы, там еще где-то, любовники, любовниц тоже где-то, а они вынуждены сидеть в России. Да? И я полагаю, что, я не знаю, естественно, но я полагаю, что Владимир Владимирович им говорит, что мы их, подождите, мол, они сломаются. При этом рейтинг Владимира Путина снизился ненамного в сентябре, потом снова вернулся на место к 87%. Имеет ли это значение для российского режима? Для Путина падение рейтинга – это катастрофа. Это очень опасно. Да? Вот он почувствовал, каким образом можно рейтинг укрепить. Сначала он его укреплял борьбой с внутренними врагами, и для этого он создал внутренних врагов, 5-ю колонну, либералов, гомосексуалистов, педофилов, всех вместе. Да? А теперь он решил воевать с американцами. А вот мнение Лилии Шевцовой из Карнеги-центра в Москве о том, что происходит сегодня в российском обществе. Это общество, которое потеряло ориентир, это общество атомизировано. Если 88% поддерживает президента, который, кстати, не справляется с вызовами, это означает, что общество больно, общество потеряло перспективу. Но, тем не менее, вот этот наркотик крымнашизма начинает выветриваться. Если сейчас только 23% российских респондентов поддерживают военное решение украинской проблемы, следовательно, они не очень готовы платить за новую российскую экскурсию в Крым и в Украину. В воскресенье пройдут выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. США и Европе не признают как сами республики, так и выборы. Тем не менее, американский политолог, директор института Кеннона Мэтью Рожанский считает, что Москве и Киеву в итоге придется договариваться. Потому что постоянный продолжающий конфликт, значит, на годы, это абсолютно не принимается российским народом. Значит, россияне абсолютно не хотят увидеть новые русские трупы, возвращающиеся из Украины. Это абсолютно не политическая победа для Путина. Если он победил до сегодняшнего момента, это будет означать конец той победы.
Поэтому он должен договориться как-то с Киевом. Это будет, конечно, включить признавание результатов выборов. И со стороны Киева им нужен русский газ, российский газ. Придется договориться. Но вот после продолжительных переговоров Москва, Киев и Брюссель наконец подписали так называемый зимний пакет – соглашение о возобновлении поставок в Украину российского газа до марта. Украина планирует приобрести у России около 4 миллиардов кубометров газа. Часть денег на оплату газа планирует предоставить Евросоюз и Международный валютный фонд. Украина также согласилась до конца года выплатить России задолженность более чем в 3 миллиарда долларов. Газета «Вашингтон-Пост» отмечает, что соглашение, похоже, устанавливает временное перемирие на одном из полей широкомасштабного конфликта между Украиной и Россией. Wall Street Journal предупреждает, что, несмотря на соглашение, растут опасения по поводу намерения России признать парламентские выборы, которые будут проведены в удерживаемых сепаратистами регионах Восточной Украины. Теперь передаем слово Праге. Сергей? Новый российский тренд – политика в моде. В смысле, в моде теперь политические и патриотические мотивы. Например, принт на майках «Путин в черных очках» или изображение Крыма – это патриотично, а вот майка с лицом Макаревича – это не камильфо, то есть для непонимающих, не любящих родину. В общем, иметь вкус в России теперь можно только с привкусом родины. С чего начинается родина? Попытались ответить мои коллеги, рассмотрев новые коллекции российских дизайнеров. В Москве в эти дни проходит Московская неделя моды. Это уже 20-я по счету. В этом году девиз недели моды таков: «Сделано в России». Со мной в студии наш корреспондент Екатерина Кочкина, которая следила и следит за неделей моды. И первый вопрос. Катя, «Сделано в России» – это что-то новое для Московской недели моды? И является ли это отголоском нынешней ситуации? Или это уже было давно? На самом деле эти патриотические тенденции, они в моде появились буквально несколько месяцев назад. Все началось с патриотических футболок с изображением Путина, которые продавались в ГУМе, которые даже покупал Микки Рурк. Но сейчас история докатилась и до высокой моды. И «Сделано в России» – это именно новый девиз. Это продвижение российских дизайнеров, это развитие российской легкой промышленности и вывод ее на совершенно новый уровень. На Московскую неделю моды просили отправиться нашего корреспондента в Москве Андрея Королева, который прислал нам следующий репортаж. Русская или европейская, одежда или идеология? На эти вопросы пытается ответить очередная юбилейная по счету неделя моды в Москве. Экономический кризис, рекордное проседание рубля и политическая конъюнктура, казалось бы, должны диктовать новые тренды. Московский фэшн-подиум просто обязан соответствовать новейшим российским идеологемам. Русскость как мифология не только в умах, но и в окружающей среде. Вот и белорусские дизайнеры воспалены эстетическими идиомами большого соседа. Это, я думаю, связано с каким-то, наверное, русским духом, который начал восставать. Вот, то есть я вижу это в людях, вот, поэтому это отражается в одежде. Я нарочно не стал подробно останавливаться на коллекции патриарха российской моды Валентина Юдашкина. Кажется, он единственный, кто свободен от условностей политического момента и представляет вполне европейский стиль, очевидно понимая, что мегаполис не готов к кокошникам и сарафанам. Молодые модельеры, как ни странно, рискуют меньше, в точности выполняя программную установку Московской недели моды. Репутация или ничего. В моей коллекции есть на голове головные уборы, как в образе кокошника русского, так и Пизанской башни итальянской. Я тем самым хочу показать, что я не хочу ссориться с Европой. У меня там очень много друзей. Я хотела бы с ними общаться, сотрудничать. И все же, русская или европейская? В кулуарах подиума часто звучит, что экономический кризис, международные санкции должны заставить отечественных модельеров работать на российского производителя одежды. Однако, принимая эксперименты молодых дизайнеров в качестве повода к размышлениям, руководители швейных производств вынуждены признать, без Европы никуда. Не так много отечественных материалов, но ведь вы знаете, что материалы создаются при условии. Если создаются определенные условия, создаются и материалы. Мы же научились собирать совместно автомобили. Также мы можем собирать и ткани. Пока же единственное, что соответствует европейским стандартам на Московской неделе моды, это качественное шоу, впрочем, вряд ли компенсирующее все издержки российской фэшн-индустрии. Еще одной отличительной чертой Московской недели моды в этом году – это именно наличие огромного количества молодых российских дизайнеров, которые представляют свои коллекции.
И я думаю, что можно сказать, что впервые за долгое время их действительно очень активно поддерживает государство. А есть ли дизайнеры, которые не совсем поддерживают линию государства, скажем, как я поняла, что линия такая, что продвигаем все российское, все наше? Есть ли дизайнеры, которые попали в опалу? Да, есть несколько. Одна из них – это модельер Вика Газинская, которая довольно известна по всему миру. Ее вещи продаются в магазинах и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Лондоне. И вот она не высказалась в поддержку молодых российских дизайнеров, скажем так. И более того, в одном из интервью она сказала, что она не чувствует поддержки от России такой, какая поддержка ей оказывается на Западе. Вот. И после этого Вика попала в опалу. Ее подвергли санкциям в России. Они написали несколько изобличающих статей в российских СМИ, в российской газете, в «Комсомольской правде» о том, что Вика Газинская не поддерживает Россию, она не с нами, она против нас. Тоже произошло и с Ульяной Сергиенко, которая на самом деле является главным двигателем русской красоты, вот этого всего а-ля Русь на Западе, но почему-то она тоже попала под горячую руку. Безобразие происходит. Появляются новые дизайнеры, может быть, они как-то восполнят эту нишу, которую теперь уже в российской моде, как я поняла, заняли две эти дамы. А был ли кто-либо из дизайнеров из бывшего Советского Союза на этой неделе моды представлен? Да, мы на самом деле перед эфиром поговорили с одним украинским дизайнером, Жаном Грицфельдом, спросили у него, как он вообще относится к тому, что происходит в политике, что вот он сейчас приехал на неделю моды в Москве в самый разгар российско-украинского конфликта. И вот что он нам сказал. Конечно же, мы говорим о евроинтеграции, да, в принципе, наша страна и держит направленность в эту сторону. Но мы не должны забывать, что мы все-таки братские народы. Искусство тем, что мы занимаемся, это, в принципе, не должно нести какого-то политического оттенка. И это должно быть нацелено на то, что созидает, а не то, что разрешает, да, и портит отношения между людьми. Это замечательно. У меня только такой вопрос. А западная одежда западных марок будет санкционироваться российским Минпромторгом или нет? Мы надеемся, что нет. И вроде пока ничего официального не произошло, но ходят разговоры, что да, нужно запретить импорт вещей из Европы, из Америки, хотя бы вещей люксовых марок, но еще неизвестно, к чему это все приведет. То есть может оказаться так, что Шанель не будет продаваться в Москве? Ну, я думаю, что на самом деле аудитория Шанель скорее поедет за Шанель в Париж. Спасибо, Катя. С нами была наш корреспондент Екатерина Кочкина, которая внимательно следила и следит за Московской неделей моды, проходящей в Москве в этом году под девизом «Сделано в России». Время передавать слово в Вашингтон. Коллеги, продолжайте. «Заговор вокруг СПИДа» – так называется новая книга, посвященная кампании дезинформации, которую в годы Холодной войны вели советские и восточно-германские разведки. Они обвиняли Пентагон и спецслужбы США в искусственном создании вируса иммунного дефицита. Сейчас в России есть мнение, что лихорадка Эбола – это тоже биологическое оружие Америки. Наш корреспондент Александр Панов встретился с одним из авторов книги, который работал с рассекреченными документами американской, германской, болгарской и чешских разведок. Операция «Денвер» ставила перед собой масштабную цель – восстановить против США страны Африки и Азии, а также афроамериканцев и гей-сообщества внутри самой Америки. С помощью ученых и журналистов КГБ, а затем Штази, разведка ГДР, распространяли версию о том, что вирус иммунодефицита, СПИД, прозванный чумой 20 века, был искусственно создан в лабораториях американской базы Форт Гетрик в штате Мэриленд. Немецкие и американские историки Кристофер Неринг и Дуглас Селвич опубликовали книгу «Заговор вокруг СПИДа», пока она вышла только на немецком. КГБ и Штази нашли людей на Западе, которые могли бы быть заинтересованы в продвижении этой версии и всячески помогали им, действуя через своих агентов и в том числе через дипломатов. Конечно, были и энтузиасты, которые бескорыстно распространяли фальшивку, в их числе движение «Черных пантер», ультраправые группировки Аризоны и представители гей-сообщества Нью-Йорка.
Все началось с публикации статьи соответствующего содержания в индийской газете «Патриот» в 1983 году. Как признались бывшие сотрудники ЦРУ на встрече в центре Вудро Вильсона, в США на нее сначала не обратили внимания. Дальше вброс информации начал раскручиваться по известному сценарию. Большой материал в советской литературной газете уже цитировал индийскую публикацию, преподнося ее как неоспоримый факт. Обвинения в адрес США подхватили газеты Африки, Западной Германии и ряд небольших изданий Америки. Был снят документальный фильм «Monkey Business», другое название «Африканская легенда», показанный в том числе британским 4-м каналом. На основе документов болгарской, восточно-германской и других разведок авторы показали, что масштабная кампания дезинформации управлялась КГБ. С одной стороны, эту кампанию прекратили в самой Москве, когда настала эпоха перестройки, нового мышления и дружбы с Западом. С другой стороны, как утверждают бывшие ЦРУшники, этого потребовал Вашингтон. В 1992 году тогдашний глава разведки Евгений Примаков признал, что КГБ стоял за международной кампанией дезинформации во второй половине 80-х годов. Я разговаривал с бывшими разведчиками Олегом Калугиным и Олегом Гордеевским. Они подтвердили, что такая операция проводилась, но, к сожалению, у нас нет доступа к архивам КГБ, и мы до сих пор не знаем многих деталей. История повторилась со смертоносным вирусом Эбола. В России немедленно раздались обвинения в адрес американских спецслужб и Пентагона. Лихорадка Эбола – биологическое оружие США, утверждают с телеэкранов российские эксперты, в их числе депутаты. В свою очередь, газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что вирус Эбола советские ученые собирались использовать как биологическое оружие, но потерпели неудачу. Интересно, что те же люди, которые в 80-е годы верили в то, что вирус СПИД был создан в США, теперь готовы поверить в то, что сегодня Америка стоит за лихорадкой Эбола, утверждая, что ее возбудитель был создан в лабораториях того же Форт Детрика в 90-е годы прошлого века. Времена меняются, но методы остаются прежними. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Вашингтон. В США не только отмечают сегодня Хэллоуин, канун Дня всех святых и любимый праздник зубных врачей, потому что сладостей в этот день дети съедают столько, что родителям становится страшно. Репортаж Елены Джембер. 31 октября в Америке отмечается Хэллоуин, канун Дня всех святых. И больше всего этому радуются дети. Нас пригласила в гости семья Барон из Вирджинии, где накануне праздника устраивалась костюмированная вечеринка для детей, школьных подруг дочери. Родители тоже были не прочь перевоплотиться в легендарных героев. Мама, Ольга Барон, решила в этом году надеть костюм греческой богини, а папа, Билл, превратился в бородатого охотника. В наши дни не только для нас, но и для большинства американцев Хэллоуин утратил его первоначальное религиозное значение. Уже мало кто чтит традиции древних кельтов Ирландии и Шотландии и ждет пришествия духов из потустороннего мира. В нашем доме Хэллоуин ассоциируется прежде всего с забавой, розыгрышами и весельем. В угоду Хэллоуину и детям родители позволили чудовищным паукам сплести паутины и опутать дом снаружи и внутри. Как и большинство американцев, они выставили у входа светильники Джека, тыквы-фонари, по преданию помогающие душам найти путь в чистилище. Не обошлось и без традиционных привидений, скелета и черепа. Шумные гости от души веселились, угощались сладостями и рассказывали страшные истории. В завершение праздника каждый представил свой костюм и получил подарок на память. Хозяйка дома рассказала, что такой праздник обходится примерно в $200. Угощения, праздничные костюмы можно купить перед самым Хэллоуином практически в любом магазине и совсем недорого, в пределах $10-30. Если какой-то новый костюм появился в этом году, естественно, он будет немножко дороже. $45-50. Ну, иногда в интернете можно купить дешевле. В былые годы, готовясь к празднику Хэллоуин, родители тратились только на сладости. Дети сами мастерили себе костюмы из старых вещей, превращая их в лохмотья,
чтобы выглядеть как можно страшнее и уродливее. Да еще и лица закрывали зловещими масками. Теперь же Хэллоуин – это парад костюмов, а не восхваление смерти и злых духов. Время меняет традиции. Сепаратисты? Ополченцы. Объективная информация. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». А ведь мы еще не все рассказали вам о Хэллоуине. Это праздник не только для детей. Некоторым взрослым американцам хочется, чтобы их напугали как следует. Новинка этого года – не лучший пример хорошего вкуса – костюм, изображающий вирус Эбола. И более традиционная страшилка для взрослых – дома с привидениями. Предупреждаем, этот сюжет не для слабонервных. Этому особняку 140 лет. Здесь некогда жила кровожадная семья Карвер. 100 лет назад ее попытались прогнать из города, но Карверы спрятались в подвалах дома. Теперь они вернулись, захватив пустовавший особняк. Посетители приветствуют лично мистер и миссис Карвер. Это мой второй муж. Первого я убила. Все Карверы – люди недобрые, включая 9-летнего Джимми, терроризирующего визитеров дома на пару с 5-летней сестрой Джанис. Для меня это сплошное веселье. Мне достаются лакомые куски этих людей. Мы вернули себе дом и теперь хотим отомстить. К подаче этого холодного блюда Карверы тщательно готовятся. Мне нужны салфетки. Актеры-волонтеры старательно входят в образ. Это был мой самый важный день, но все вышло не так, как я думала. Снимать сюжет в таком доме трудно, здесь довольно темно. Однако посетителям это нравится. Света мало, и ты с трудом передвигаешься по лестницам дома. Перед тобой неожиданно появляются люди, они кричат и запугивают тебя. Разнообразные страшилки подвешены под потолком и разбросаны по всему дому. Испытав восторг ужаса в качестве гостя, некоторые из них возвращаются сюда в качестве актеров, чтобы пугать других. Это самое большое веселье. Мэтт Смит каждый год придумывает новую историю и готовит спецэффекты. Ребенком он запугивал маму ненастоящими петардами. Я прятал их в шкафах, в туалетах, где угодно. Она терпеть не могла мои выходки, но я просто обожал процесс. И вот, когда вы уже думаете, что страшнее быть не может, вы оказываетесь у стен кладбища. Загробный голос рассказывает, что произошло, пока гроб, в котором вы находитесь, вибрирует, создавая ощущение, что вы на катафалке. Вас хоронят заживо, и вы чувствуете, что это такое. Стук лопаты и комков земли по крышке гроба. Кстати, призраки в этом доме, быть может, и не такие ненастоящие. Директор кампуса Пакстон Дженнифер Ласситер считает, что в особняке действительно нечисто. Многие из ребят-актеров слышали голоса поющих детей. Они чувствовали, что кто-то прикасается к ним и тянет за волосы. После посещения особняка Карверов семья Алексея Топоркова, возможно, тоже поверит в призраков. Внезапно я почувствовал этот странный запах, как запах дерева. Он был такой явный. Страшно до сих пор. Тем не менее, Алексей признает, что он получил большое удовольствие от профессионального запугивания. На этом сегодня все. Программу подготовили для вас «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Спасибо, Сергей. До встречи. Да, спасибо и вам. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время прощается до понедельника. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.